Я реально иду в совет, и иначе бы не было смысла принимать то предложение, которое поступило по вхождению в список партии «Единая Россия». Ну, а поскольку я первым номером, коллеги оказали мне такое доверие, конечно же, наверное, с какой-то точки зрения, это и некий паровоз, локомотив, который ведет за собой команду единомышленников. 7 лет работы именно в исполнительной власти, в администрации города Сыктывкара, это тот период, после которого, наверное, хочется уже сменить немножко род деятельности, при этом не меняя векторы работы на город Сыктывкар. Работа в Совете – это работа более стратегическая, более системная. Именно депутаты принимают бюджет, так сказать, города Сыктывкара, определяют основные целеполагающие пути развития города. Это то, чем, имея определенный опыт уже работы в администрации, хотелось бы заниматься. Я всю жизнь работал в команде, и всю жизнь, так сказать, рядом были единомышленники, которые видели, наверное, и понимали происходящее так же, как я. На тот момент, когда я впервые был вызван в Совет города, такая команда действительно занимала некую оппозиционную, была оппозиционна по отношению, значит, к действующей исполнительной власти в городе. Но, наверное, нельзя сказать, что это была какая-то оголтелая позиция. Мы готовы были слушать, мы, так сказать, добивались того, чтобы слышали нас. И вот это вот постоянный диалог, который удалось отстроить, он привел к тому, что какие-то наши мысли были приняты, затем их удалось реализовать, а затем, так сказать, вот, произошел тот переход в органы исполнительной власти, который произошел. Опыт работы в бизнесе – это очень большой и нужный опыт в жизни каждого человека, потому что бизнес, особенно малый, учит абсолютно четко, конкретно видеть для себя цель, ставить задачу, понимать те ресурсы, которые у тебя есть, и работать каждый день на результат. И если ты смог выстроить вот именно такой алгоритм работы, если ты смог подобрать тех людей, с кем ты движешься к этой цели, да, то у тебя получается результат, который приносит тебе удовлетворение. И вот то, что в бизнесе я провел достаточно много лет и привнес вот эту матрицу работы сюда, я думаю, что это большое подспорье. И действительно многие вещи удалось сделать именно благодаря вот этому достаточно жесткому, но в то же время эффективному подходу. Когда я впервые пришел работать в администрацию, конечно же, не хватало понимания тех механизмов, которые работают в органах исполнительной власти. У меня сразу был достаточно широкий круг ответственности. Это и здравоохранение, это и образование, дополнительное образование, спорт, культура. И каждая из этих отраслей, она работает по своим законам, по каким-то своим стереотипам. И вот понять, как это работает и как эту работу, с одной стороны, не ухудшить и в то же время, так сказать, дать ей какой-то новый качественный этап развития, вот это было самое трудное. Вопрос, сложно ли быть первым замом, наверное, в первую очередь зависит от конкретного руководителя, с которым ты работаешь и кого, значит, ты замещаешь. И непосредственно с Иваном Александровичем Поздеевым работать было легко, потому что это человек, также прошедший большую школу бизнеса, это человек, который умеет делегировать полномочия, умеет ставить задачу, умеет спрашивать, умеет решать вопросы взаимодействия между заместителями своей команды. Поэтому я рад тому, что Иван Александрович мне поверил, доверил вот это направление, и думаю, что я не подвел ни главу города, ни команду администрации. Работа в социальном блоке – это в первую очередь работа конкретно с людьми, с их проблемами, чаяниями. Где-то, может быть, она кажется попроще, понезаметнее, чем работа в строительстве или в коммунальном блоке. Но поверьте, что за каждым обращением, за каждым решением руководителя социального направления, да, это стоят судьбы людей и, как правило, людей, остро нуждающихся в помощи и поддержке. Это вопросы здравоохранения, социального обеспечения, вопросы детей. Поэтому я, конечно, хотел бы пожелать тому человеку, кто возглавит это направление в будущем, в первую очередь отталкиваться от людей, как можно чаще с ними общаться, доверять тем людям, которые сейчас работают в социальной сфере города. А здесь действительно хорошая, дружная команда. Ну и не делать каких-либо резких кадровых решений для того, чтобы сохранить вот ту преемственность и тот вектор развития, который сейчас у нас задан. Тираж, может быть, был не так велик, как хотелось бы, но на тот момент в «Зырянской жизни» действительно работали, на мой взгляд, лучшие профессионалы, журналисты того времени, и газета действительно формировала повестку.
не секрет, наверное, ни для кого, что каждый понедельник для многих в республике начинался именно с газеты «Зырянская жизнь». Это был интереснейший проект моей жизни, это колоссальный опыт взаимодействия и работы на этом рынке. К сожалению, наверное, глубокому, не все у нас получилось с точки зрения экономики, и поэтому пришлось, так сказать, через какое-то время этот проект свернуть, но это очень яркая и сильная, так сказать, часть моей жизни. По нынешнему состоянию дел, конечно же, огорчает то сужение, то упрощение, так сказать, медиарынка, потому что чем больше мнений, чем больше разных точек зрения, тем, я считаю, конечно, было бы интереснее и, опять же, проще находить некую истину и принимать решения, анализировать, видеть мир.